Иногда Крым не зовет, не кричит, не размахивает пляжами. Он просто шепчет. Бельбекская долина как раз из таких. Пока люди мчатся мимо, она неспешно лежит между скал, виноградников и воспоминаний. Здесь нет суеты, но есть странное чувство, будто ты здесь уже был. На протяжении 5 километров река Бельбек разрезает Крымские горы, превращая их в узкий каньон высотой до 70 метров и шириной в 300 метров. Здесь каждый поворот дороги, каждый склон, как строчка из книги по истории. Где-то тут спрятаны остатки древних поселений, а люди до сих пор помнят названия, которые стерли с карт, но не из памяти. Что же ты скрываешь, чудная долина? Селям алейкум! Сегодня я вам покажу и расскажу о чудной долине Бахчисарайского района. Она прекрасна не только внешне, но и по... Селям алейкум! Здравствуйте! Мы снимаем передачу. Можно вас попросить? Буквально пару минут нам нужен этот план. И мы поедем, а дальше вы сами поснимаете. Яхша? А что за передача? Да почему вы меня не верите, Аскендер? Да у меня получится у меня. Ну вы видели мои видосики вообще? Вы видели? Вы смотрели? Ну, вы понимаете, Асия Ханум, что съемка передачи — это не ваши вот эти видосики в социальных сетях. Получится у меня, да получится. Хорошо, давайте заключим пари. Давайте. Если у вас не получится после этой передачи, вы мне отдаете свой автомобиль. Я вам свой? Да. Хорошо, без проблем. Хорошо, давайте договоримся так. Если у вас получается, отдаю свой BMW. Договорились? Да запросто вообще. Пари. Но неужели он думает, что у меня не получится? Искендер сомневается, но настрой у меня, конечно, серьезный. Особенно желание показать нашу прекрасную родину так, как ее вижу я. Ты чего сейчас сделала? Ты зачем ее бросил? Она все ради тебя делала, и кушать готовила, и гладила, носки твои стирала. Да что ты за козел-то такой, а? Да как так можно поступать с женщинами, блин? Фу на тебя, блин. Вот мы все говорим, Крым наш дом, ватанамас. Но почему-то мы толком не знаем Крым, ведь Крым же это не только пляжи, горы, Генуэзская крепость. Крым это что-то большее, и мне очень хочется его исследовать, понять, что же на самом деле такое Крым, какие легенды он хранит. Для меня это очень... Вот Искендер будет на небо смотреть, камни гладить и с ветром разговаривать. А я к Даишке в кукус. У него настоящие разговоры, вкусная еда и хозяйство. А в конце сравним наш опыт. Хорошо, договорились, погнали. Это Арман-Хая, что в переводе с крымско-татарского означает «место молодьбы». Все называют ее крокодилом, потому что и правда похоже, будто он лежит на берегу. Давайте заберемся на спину этого монстра и посмотрим, какие виды нам откроются. Всего пару минут, и мы... Это Бельбекская долина. И угадайте, какая река вырезала прямо в горах этот каньон? Конечно же, река Бельбек, что в переводе с крымско-татарского означает «могучая» или «крепкая спина». И у села Кучук-Сюрень долина реки сужается, образуя Бельбекский каньон. Его также называют Бельбекскими или Алабадскими воротами. История этих мест разнообразна на народы, населявшие ее. Здесь слои, как в пахлаве. Скифы, тауры, готы, аланы, греки, римляне, византийцы. Это все наши предки, которые жили в этих местах. А мы крымские татары.
После захвата османами генуэзских колоний в Крыму, некоторые из жителей Кафы и северокавказских владений Генуи нашли приют в Крымском ханстве. Ханы пользовались услугами генуэзцев для отношений с христианскими государями. Группу итальянцев, переселив сначала в село Сюрташ к югу от Бахчисарая, сделали тарханами, включив привилегированную прослойку, освобожденную от уплаты налогов и несущую единственную обязанность – сопровождать хана в походах. Примерно в начале 17 века их переселили в Фоти-Сала, на расстоянии полдня пути от резиденции хана. Но давайте вернемся в более современное время. До депортации 1944 года тут жили в основном крымские татары. У каждого села была своя мечеть, кладбище, сады. Потом людей увезли. И многое разрушилось. Свое путешествие мы начнем с Танкового. Танков здесь нет. А село до 1945 года называлось Бьюк-Сюрень, Большой Сюрень. Село выросло под защитой Сюренской крепости. Византийцы, феодориты, османы. И да, прямо над долиной Тисовая роща и каменные ворота. Ой, знаете, я, конечно, так переживаю. Даже не верится, что это происходит со мной, и что я не сплю. Эскиндер, конечно, думает, что только ему есть что рассказать. Ну, я сейчас покажу ему мастер-класс. Сегодня мы с вами едем в самое сердце юго-западного Крыма, в село Коклус. Возможно, это место не попадает в топ туристических маршрутов, но, поверьте, оно хранит в себе столько красоты и интересностей, что не хватит на одну передачу. Опа, давайте быстренько расскажу о селе Путиловка, настоящее название Янджу, в переводе с крымскотатарского «сторонник нового». Это название отлично перекликается с историей села. Вы только представьте, в начале 20 века здесь уже было 2 медресе, что для маленького горного села говорит о стремлении к образованию и развитию. Погнали! Нравится вам здесь жить? Несмотря на то, что магазин 2 часа работает, воды нет. Должна быть машина. Первый год за 7 лет мы испытали какие-то неудобства. Засуху, да? Должна быть, конечно, машина, не полагаться на магазин, который и дорого, и Да. Ну, вообще, себя здесь как чувствуете? прекрасно. Янджу – одно из старейших поселений этой части Крыма. Здесь веками жили земледельцы, садоводы. Когда-то в селе стояли мечети, дома с деревянными балками и глиняными стенами, а вокруг раскидывались тропы, ведущие к древним укреплениям. Сейчас Янджу – это тихое, спокойное село, где жизнь течет неспешно. Люди знают друг друга по имени, дети бегают по улицам, а каждый вечер в долине слышно, как охлаждается камень и понижается воздух. Здесь сохраняется особенная атмосфера, такая, которой часто не хватает в шумных туристических местах. Адиле! Выходи! Что-то кельмей. Отделение, если не выйдешь, бутылку воды скинь, а? Если я зайду, меня Анашка с бабашкой домой загонят. Адиле! Но самое интересное – это сочетание природы и истории. Даже обычная прогулка по селу превращается в маленькое исследование. То видишь старую каменную кладку, то выйдешь на поляну с видом на горы, то наткнешься на родник, где вода ледяная и чистая, как будто из недр самой горы. Это место не пытается понравиться, оно просто живет, и в этом его особое очарование. Как там Искендерчик, интересно, поживает? Буюк-Сюрень, Векучук-Сюрень. Именно их разделяет река Бельбек. Пойдемте посмотрим. Да, реки, конечно, почти не осталось. Но все, что вы видите, вот эти скалы, это именно дело рук именно этой реки.
Река Бельбек. Здесь так тихо и только музыка природы. Шелест листьев, звук речки, цикады где-то вдалеке. Мне нравится. Честно, так сидел бы часами. Село Большое Садовое по численности жителей почти не отличается от малого. Между населенными пунктами всего 300 метров. Они находятся напротив друг друга на противоположных берегах реки Бельбек. В целом они имеют общую древнюю историю. До 1948 года село носило имя Таш-Басты, что на крымско-татарском означает «камень придавил». Скорее всего, когда-то случился обвал, от которого поселение сильно пострадало. Смотрите, вот эти скалы выглядят как сыр. Если честно, я ни разу не видел, как производят сыр, а сегодня будет возможность не только посмотреть, но и попробовать местный бельбекский сыр. Поэтому поехали! Перед вами настоящий свидетель истории – старинная мечеть, которая словно возродилась из прошлого благодаря уроженцам села и просто неравнодушным людям. Мечеть Джума-Джами в селе Янджу возведена на древнем месте, где, по преданиям, еще в XVI веке стояла старинная мечеть. В советское время здание превратили в склад, и к моменту возвращения крымских татар оно было полуразрушенным. Но история, как и вера, не умирает, и в 2015 году эта святыня была возрождена руками потомков уроженцев Янджу, местных жителей и всех неравнодушных. Активисты приняли решение сохранить старую кладку. Стены облицовывать не стали, чтобы сохранить дух времени. Вскоре появился и минарет. Теперь с его вершины каждый день звучит азан, и призыв к намазу разносится по всему селу. Мечеть вмещает до 150 человек. Здесь чувствуется особая тишина, как будто земля сама рассказывает свою историю. В этих стенах живет память, и она словно шепчет нам о событиях, прожитых здесь много лет назад. Да, в Крыму много красивых мечетей, но находясь здесь, чувствуя этот горный воздух, ощущая на себе историю наших предков, ты сразу понимаешь, что ты на родине. Вот мы и доехали до авторской сыроварни с миром за сыром, и нас встречает владелец Алексей. Здравствуйте. О, у меня уже чутье, что мы попробуем что-то такое вкусное сегодня. Проходите, конечно. Вас ждет много вкусного и интересного. Так, обязательное условие. Вот такой вот халатик. Халат, шапка, бахилы. Это у нас, да. О, вот это стиль. Одежда для всех визитеров. И надеваем вот такую вот шапочку. Как? Нормально? Нет, если не давайте я свою кепку дам. Пойдет? Прошу, проходите. О, переходим в святая святых почти. Ну, святая святых это у нас подвал, а это варочный цех, где как раз происходит процесс варки. Мы специализируемся на выпуске выдержанных сыров, то есть сыры с выдержкой год, 2 года, 3 года. Авторское сыроварение отличается от промышленно изготовленных сыров. Расскажите, пожалуйста, что это за оборудование такое, что здесь происходит? Это сыроизготовитель на 600 литров молока. Вот это вот формовочная ванна, которой мы также и прессуем сырные головки. В общем-то, вот у нас еще молочный танк, сип-мойка. Это, собственно, и все необходимое для изготовления аутентичного сыра. Адаптировали наш технологический процесс под существующее молоко. И почему это так? Дело в том, что, видите, у нас
В основном наши сыровары сейчас, которых появилось достаточно много, они пытаются варить аналоги известных европейских марок, те же там пармезаны, грюеры, но это тупиковый путь. Тупиковый путь, потому что в каждом месте уникальное молоко. И задача сыровара как раз раскрыть уникальность каждого места и создать для этого как раз свою уникальную рецептуру, свой уникальный технологический процесс, который был бы не похож ни на один в мире. В общем-то, этим мы и стараемся уже на протяжении 7 лет заниматься. Наше молоко здесь вот из горного Крыма, оно совершенно не похоже ни на что-либо. Здесь очень много отличий. Это рельеф, это флора, климат, да даже порода коров. У нас вот крупные породы коров здесь плохо себя чувствуют. У нас свойства молока именно в экосистеме горного Крыма существенно отличается, к примеру, от степного молока. Ваш сыр уникальный, и его можно обозначить сыр с запахом или со вкусом горного Крыма, можно так сказать? У нас даже слоган такой был: «Почувствуй вкус горного Крыма в каждом кусочке нашего сыра». Супер. Так и есть. Давайте посмотрим тогда, как вы его производите. Головка была со всех сторон. Каждые полчаса необходимо ее перевернуть, чтобы она равномерно усаживалась. Как только сыр набирает необходимую кислотность, головки перемещаются в посолочную. И давайте мы тоже отправимся по ходу движения сыра. О, здесь уже поинтереснее. Смотрите, здесь у нас сырный рассол, которому в нашем случае уже более 5 лет. В Европе сыроварням, которым там больше 500, больше 1000 лет, у них сырный рассол на вес золота. И в нашем случае он тоже принимает участие в формировании фирменного вкуса сыра. Экстратвердый сыр где-то около 7 дней проводит в рассоле. Точное время определяется исходя из веса. И вот искусственный интеллект помогает нам вовремя вытащить. Да. После того, как посол закончен, головки переносятся в камеру предварительного созревания. Ага. Давайте мы тоже пойдем сюда. Посмотрите, главная задача в этой камере – это вырастить натуральную корочку на поверхности головки. Как это происходит? Вы видите вот этот вот налет? Это не просто там какая-то плесень, это микрофлора из лучших французских подвалов. Во Франции сыроварням, там, сырным подвалом, которым уже там 1000 лет и более, в них сформировалась уникальная для созревания сыра микрофлора. Наилучшая, назовем это так. Это у них национальное достояние, запрещен экспорт даже в страны ЕС. Как вы привезли? Через друзей удалось нам это все дело. И говорю, к счастью, про Крым они ничего не написали, поэтому удалось нам получить. Долго мы пытались это подселить. Оказывается, чтобы эта микрофлора прижилась, необходимы именно еловые доски. Поэтому вот только после того, как мы поменяли доски, убрали сосну, дуб, поставили еловые доски, микрофлора отлично здесь прижилась. И вы видите, вот как раз она первое время выедает все необходимое с поверхности и формирует натуральную корочку. После того, как все это процесс закончился, видите, за дело принимаются наши сыромои, и головки шлифуются. После этого они уже корочка идеально ровная и готова для следующей стадии афинажа. У нас здесь постоянная температура, влажность и приток свежего воздуха. У нас есть вот 3 наших сыра. Это золото Крыма, винная бочка и корова на сене, которые изначально сварены из одной
ну, по одной рецептуре головки. Но за счет афинажа у них абсолютно, у каждой абсолютно свой вкус, не похожий ни на что. Афинаж – это процесс ухаживания за каким-либо продуктом на протяжении долгого времени. Сейчас я иду между различными сырами, все они полутвердые. Здесь у нас сыр с пажитником, здесь сыр с горными травами. Если вы хотите ощутить аромат Крыма, это, наверное, я думаю, лучшее. Здесь есть чебрец и другие травы. И также есть с трюфелем. Не знаю, откуда трюфель, но я хочу его попробовать. Вот посмотрите, вот это вот ни на что не похожий сорт сыра «Золото Крыма». Чем он интересен? 3 месяца он натирается 60-градусной настойкой на наших крымских травах. Здесь 32 травы и специи, которые держатся нами в секрете. И, собственно, вот каждый день на протяжении 3 месяцев головки натираются вот этой вот нашей настойкой. И посмотрите, в процессе натирания образуется такая вот золотистая корочка и фирменное, ни на что не похожее послевкусие. Будет профессиональное натирание от Эскендера. Так что будете есть такой сыр, имейте в виду, я натирал. Так, надеваем перчатки. Переворачиваем. Ага, переворачиваем сыр сначала. Чик. Есть. Дальше мы... Наливаете на губку. А сколько наливать? Буквально пару? Да, не Вот так, да? все хватит. Ага. И аккуратными движениями натираем. Какой сыр хороший получится, я прям чувствую. Давайте нальем еще немного. И жирненько вот так натираем. О, вот этот, по-моему, будет самый жирный. И как часто это нужно делать? Раз в день. Раз в день. В течение 3 месяцев. Вот то, что сейчас я делаю, это называется афинер, оказывается. И профессиональный афинер здесь Мустафа. И он нам покажет, как это нужно делать. Мы перемещаемся уже в камеру длительной выдержки, где происходит окончательное созревание наших сыров. Чувствуете, да? Здесь уже другой запах, аромат. другая микрофлора, да? Здесь уже сыры дозревают. Вот это как раз золото Крыма, которое у нас мы только перенесли сюда из первой камеры. А вот это, чтобы было понятно, это золото Крыма, которое уже год здесь провело. Собственно, выдержка у него, штатная выдержка 15 месяцев. И сейчас вот мы на продажу забираем отсюда. Вот это, посмотрите, еще один интересный сыр. Это винная бочка. Этот сыр мы сначала на полгода закапываем в бочку с виноградным жмыхом. И потом еще год сыр дозревает в сырном подвале. Вот это вот, посмотрите, это козий гавр. У нас на высокогорье пасутся 200 козочек. Все животные обязательно на вольном выпасе. На джипе каждый день спускаем оттуда молоко, потому что только на джипе туда можно забраться. И вот это вот козий выдержанный сыр, у него 1,5 года выдержки, через полгода после начала созревания покрываем его тоненькой корочкой пищевого латекса черного цвета. А почему черного? Это для рынка США? Нет, просто белое на черном. А вот это как раз новая марка. Вот здесь вот это бельбекский кристалл. Посмотрите, здесь по 20-25 килограммов головки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, и с выдержка, сейчас у них выдержка, то есть то, что мы сейчас отправляем в магазин, у них выдержка не менее 2 лет.
Но в будущем я планирую довести их до 3-4, пока не успеваем. А что изменится? Вот 3-4 года и 2 года разница. Ну, здесь вообще по выдержке сыра все похоже, как у вина, я бы так сказал. Во-первых, правило не работает, чем дольше, тем лучше. Каждый сыр должен быть выдержан столько, сколько нужно. В выдержанных сырах самое интересное — это послевкусие, поэтому для афинера крайне важно найти тот момент, когда сыр наилучшим образом раскрылся. И именно в это время его предложить, так сказать, для наших ценителей. А вот подскажите, вы 3 года здесь храните, а у меня в холодильнике сколько он может пролежать? Вот я купил, порезал. Ну, на самом деле долго. Твердые сыры, у них уже все процессы завершены. Давайте мы сейчас еще посмотрим на один интересный сыр, аналогов которого вы не найдете нигде в мире. Вот это вот, посмотрите, это корова на сене. Этот сыр у нас полгода выдерживается в бочке со свежескошенным сеном. На Айпетре, на высокогорье, мы косим сено, сутки его сушим. И именно в свежевысушенное сено на полгода закладываем головки с сыром. Там происходит ферментация сена на поверхности и образуется, смотрите, натуральная корочка из нашего высокогорного сена. Говорить о выдержанных сырах можно бесконечно долго, но, поверьте, гораздо лучше их пробовать, чем о них говорить. Вот, верно подмечено. У меня, если честно, разыгрался такой аппетит от этого аромата. Я вот прям хожу, и у меня сейчас мысль, я вас уже почти не слушаю. Я думаю, вот бы попробовать этот сыр. Ах, как они пахнут. Вот где природа, вот где производство. А сие, это тебе не в селе сидеть хаве пить. Селям алейкум! Селям алейкум! Селям алейкум. Нормально все у вас? Все хорошо? Бомбяо? Готовы зажигать? Тогда раздадим жару. Ой, да и мы так долго к вам ехали, столько живописных мест увидели. Ну, Очень красивые места. я говорю, сюда пока приедете, да, келгенде, здесь на кадар. Дюльберлик, да? Дюльберлик. Көрежеміз. Көреш. Ну, иншалла, все расскажете же нам, да? В общем, как я уже и говорила, сегодня мы будем не болтать, а чувствовать. Пусть Эскендер там нудит, душнит. В общем, мы приехали к моему даишке Реза Ага. Пожалуйста, познакомьтесь с людьми. Люди, это Реза. Yaxşı yaşayımız, Брджоров. А шер, мир, мапик. Не надо, да? Нет там. Вот эта суета, бабки, тачки, это не ваше, да, Реза? Мен шерге барсам, хаста келем анда. Мына, только мына койге кірсем, сразу ратланам. Өзім башыма. Заряжаетесь, да, Даи? Полностью. Ай, canım misхор kızı, yanaklar. Ой, sağ olun, какой кофе, аромат. Kahvelerine hoş geldiniz. Sağ olun, давайте я size yardım edeyim. Ой, Даи, а сливки есть у вас? Ой, это, ну, А корова есть? корова там есть, сейчас ты подольше будет. Да, конечно, подобно. Даи, какой Всё. вопрос? Ну, пошлите. Это вам не ваши ажурные платочки. Какая доярка без платка. Повариха в столовке. Меназыр. Даи, давай рассказывай мне. Даи, показывай, что мне надо делать вообще. Юр, мана, объем. Здесь. Так, Бисмиллахи-рахмани-рахим. вот так. Аласың. Надо массаж сделать? Нет, не надо массаж. Аласың.
Вот. И вот так делаешь. Вот. Немножко вот так. А ну. Это и одной рукой я делаю. Не бойся. Какой вот... Мама! Она мне сейчас ударит в улицу. Сейчас я сделаю. Ма, вот давай, я Всё, буду так делать. Давай, давай, я ее хорош, успокаиваю. Хорошая, Давай, хорошая. Все, Мама. Мама. Сверху бери, вниз вот так сдавливай. Сильно не дави, так слегка, чтобы... Я не понимаю. Оно не идет. Я не знаю. Оно не получается у меня. Да и оно не идет на молоко. Ну, я вот так потому уже что уметь тяну. надо ж доить. Надо вот, смотри, вот взяла. Я своя. Сагу она сразу давать не будет, чужие тем более. Вот как вы так делаете? Все, дай, давай, сейчас я сделаю. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бегине синси, не? Бегине синси. Пошло. Сверху вниз, сверху вниз. Сильно не дави, так слегка, чтобы как бы Ну и что ты? сверху немножко запираешь, чтобы Ой, мама. имченгнен сут аксен. Я доярка. Асюха доярка. Ну да, я уже все не идет. Вы видели это? У меня получилось. Что, получилось все? У меня получилось, да. Смотрите, сколько я молока набрала. На 3 финджана хватит. Дуду, смотрите, вы в меня не верили. Вон сколько я надоила, о. О, кордонос, кордонос. На целые 3 Чисто финджана городская хватит. девочка. Чисто Все тогда. Водуи, а вы во мне сомневались. Вот смотрите, сколько. Надоело, А, я же молодец. говорю, на 3 финджана. Умеешь. Утром сдаи, давайте. И вам тоже Хорошая хватит. А вы вообще ученица. со сливками пьете? Да, Вот, давай, вы, значит, наливай. будете со Наливай. сливками. Давайте. О, вот так. Попробуем. Сагун сдаи. Главное вовремя понять технологию дойки. Да там вообще делать нечего, даи. Значит, 3 секунды и я справилась. Ну вы меня видели? Не, ну вы видели, как я ее шапа-шапа, шапа-шапа, 2 руками, даи. Без вашей помощи, между прочим. Там особо помощи не было. Вот, сразу чувствуется. А сие делала. Да. Вы потом Силу расскажете, что Да. приходила девушка, Да. красивая, как там, не знаю, солнце и луна. Она пришла и с первого раза шапа-шапа-шапа. Да. Ну вы расскажите. Технологии. Главное, чтобы Да. трудолюбивая девушка Конечно, была. и Всё. чистой души, правильно Да, человек должен это быть? Вот так. вопросов нет никаких. Никаких вопросов. Да и вот там Эскиндер, наверное, что делает без хаве, я не знаю. Надо ему тоже Облизывается, наверное. камешку сделать, надо. Ну и Шалак или Джек. Угостите же, да, тоже пойдет, подоет. Он Никаких вообще не проблем. справится. Кофе У него много. не получится, как у меня. У крымских татар без кофе это не жизнь. Да. А вот он там что делает, Гарап, вообще на что смотрит? Ой, как красиво выглядит. Просто здорово. И настроение, знаете, такое приятное. Вот что-то я чувствую, что сейчас будет хорошо. Здесь первая часть – это столовые сыры. Это сыры для застолья. А вот эта вот часть – это уже десертные сыры. И здесь десертный сыр уже выступает как основной продукт. Под него подбираются продукты-компаньоны, вино, напитки, кофе, еще что-то. И чем меньше за раз вы его попробуете, тем вам будет вкуснее, потому что самое главное в десертном сыре – это послевкусие. Послевкусие появляется только через 10 секунд, не раньше, после начала дегустации. Поэтому столовые сыры. Да? Здесь Так. А можно, пока вы рассказываете, я не могу держаться. вот попробуйте для начала это качотто сливочное. Ага. Мы их видели, как она вызревает. Расскажите, пожалуйста, почему именно это место? Как вы вообще выбрали? Вы здесь родились, вы здесь жили? Почти 8 лет назад я сюда приехал с семьей. Просто устал от городской жизни, от суеты. И первое место, ехал вообще без плана, неважно, там, просто на юг, хотелось где потеплее. И вот случайно совершенно оказался здесь, в долине, и все.
понял, что это только Бельбекская долина. Когда я приехал, увидел, что практически в каждом дворе на тот момент были коровы, и никто не знал, куда девать молоко. Поэтому вот пришло это решение. После этого я как бы уже работал на французской сыроварне, набирался опыта. Авторские сыры, у них у всех насыщенный вкус, говоря уже о послевкусии. И если не освежить вкусовые рецепторы, то все, одного маленького кусочка вам уже достаточно, чтобы насытиться. Поэтому освежим. Это наш чай. Здесь недалеко, в Куйбышево делают люди. Очень собирают. вкусный. Это Кизиловый сад называется. Кизиловый сад. Я заметил, у вас работает много крымских татар. Вы до этого были знакомы с народом крымские татары? Вы знаете, у нас немногие, практически все работники у нас крымские татары, все местные. В общем-то, и без них все, что вы здесь видите, было бы невозможно осуществить, потому что люди очень трудолюбивые, привязаны к земле именно, понимаете, да, крайне важно. То есть они вот здесь живут, они на этой земле, и без вот этого вот их, так сказать, содействия ничего бы этого не получилось. Как раз попробуем. Это вот золото Крыма. Ага, золото Крыма. А скажите, вот мед, виноград нужно добавлять как-то или сначала сыр? Сначала сыр. Сначала сыр. Сначала ждем, когда раскроется послевкусие. Да, 10 секунд. Ждем 10 секунд. Не менее 10 секунд. Он такой соленоватый. Вот, как вы сказали, обязательно нужен какой-то компаньон здесь. Вот сейчас вот он только начинает раскрываться, как мне кажется. Вот. Сыр раскрылся. Да? И чем мы можем его компенсировать? Вот этот солоноватый, пикантное послевкусие, например, со сладкой курагой. Как подбираются продукты-компаньоны? Они подбираются либо по принципу похожее с похожим, либо противоположный принцип. Либо противоположный вкус. Вот здесь как раз попробуйте теперь. Теперь мы, например, переключимся с этого вкуса на совершенно новый вкус. Вот это вот попробуйте винную бочку. Так, пробуем винную бочку. Вот это очень необычно, очень необычный вкус. У нас все вкусы, поверьте, если мы говорим особенно о наших десертных сырах, они все очень необычные. Ну, знаете, вот этот вот прям сильно выделился. Сначала виноградный вкус, все оттенки Каберне Савиньон. И теперь через 10 секунд обратите внимание на цитрусовое послевкусие. Цитрусовое послевкусие с нотками тропических фруктов. Да, есть, чувствую. Послушайте, я так сырным сомелье стану. Зачем мне маркетологом быть? Давайте. А теперь добавить к виноградному вкусу, чтобы расширить послевкусие, еще виноградинку. Мне все говорят, а что, какие это вкусы? Это не я эти вкусы создаю, это вот земля, здесь вот наша крымская земля, она создает эти вкусы. И главная задача сыровара не навреди, не влезть куда не стоит влезать, а подчеркнуть как раз местные вот эти вот ароматы, которые и без этого есть, потому что нигде больше нет такой земли, нигде больше нет такой красоты, такой флоры, микрофлоры. И, задача сыровара как раз вот это вот перенести в этот вот продукт. Знаете, вот мы живем в Крыму, и мало кто из местных путешествует. Вот что стоит собрать свою семью, приехать вот сюда, заказать вот такую сырную тарелку, посидеть в таком прекрасном месте. Я от всего сердца рекомендую, приезжайте, это не так далеко.
Алексей не только профессионал своего дела, но и действительно гостеприимный человек. Мне было очень приятно находиться здесь. Я расширил свой кругозор, ну и, возможно, я поменяю свое отношение к сыру. Потому что сыр для меня был такой: есть и есть, нет и нет. Сейчас ваш там пожитник, ваши два винные почки. Она из рикотты готовится, знаешь. Я поняла. А это вот прям... А подскажите такой сыр, чтобы я домой привез, и родители говорят: вай, насынгузель, не учнули лезетли? Какой вот взять? Не зедлепик вообще это золото Крыма. Ага, Приелка. ага. Дважды металлист занял первые места. В 2024 году как лучший продукт года, если вы хотите этот подарок, это самый замечательный подарок. Обязательно домой в первую очередь. Винная бочка. И сейчас берем золото Крыма еще. Пробуем их, возвращаемся и берем другие пробовать. Обычно коровы, которые дают молоко для этого сыра, пасутся в горах. Но сейчас в Крыму засуха. И Алексей говорит, это большая проблема. Им приходится от коров держать пока на ферме. И также им поставляют около 70 местных фермеров молоко для сыров. Поэтому можно точно сказать, что сыр местный, настоящий крымский горный сыр. Молодцы. Сыр вкусный, молоко бомба. Собрались, решили ехать дальше, и Алексей говорит: а мы едем за молоком на козью ферму в горы. Ну и мы тоже, конечно же, едем. Вот стою и ощущаю какую-то другую атмосферу, знаете, тишина. Прям ощущается звук воздуха, как-то класс. Да, производство сыра непростая работа. Процессов много. Молоко забрали, теперь нужно доставить на сырную ферму. Интересно, чем там Асия занимается? Уснула, наверное, уже. Да, и ну вот как принято, давайте расскажите нам, что у вас здесь есть в саду. Покажите В саду. цветы, Ну, виноград. Я смотрю, вот здесь так атмосферно. Розы есть, бамбук, облепиха. Бамбук? Стоп, бамбук? Есть. Опа, Китай. Густо, густо. Поехали. Густо. Погнали. Где бамбук? Пойдемте, идем, покажу. Мына, айтамда, бамбуклар, мына, бұл яшсойы. Уда корми. А мына, көресің, вот, мына, бак, ствол уже образует. Ну ничего Удочки, себе. удочки с них. Машалла, я даже бельмидом, что здесь бамбук, а он здесь проживается нормально? Не, ну, сачтың, бақтың, и все вопрос. Все просто. Да. Просто и красиво. Да, вот здесь вот даже декоративные, как бы, крученные такими листвами, самые, это у нас как вот мини-дизайн такой вот этот. Вот видишь, какими листочками. А это что, лотос? Это вот. Это, вот. слушайте, все культуры мира здесь сплелись. И Ну, это Китай, получается, и Япония у вас здесь. И все есть. Очень красиво, очень красиво. Когда-то сачылды, она, Машалла. брынжелар кеңеде, не было этого всего. Самый главный у меня вопрос, почему именно здесь вы живете? Вот почему именно в этих краях? Ну, представь, мен келдім, а бақтым, дағлар, природа, все это прочее, знаешь, вот мне этот юреме тиді. Да и ну вот, а то, что вдали от города. Нет. Вот город, интернет, вот, например, нет, связь. Тогда я когда приехал, интернет ёкады, брыщи ёкады. Интернет ёкады, брыщи ёкады. А там да, даже радиоузел вот был и все. То есть вы... Телевизор тоже толком не работал. У нас вышка была Янджу то песня. Ну Якши, вас связью интернетом не напугать. Да. Ну вот вода, хорошо, вот вода, например. Это же все равно нужно поехать, как вы говорите, купить продукты элементарно, да и это же Вот Салабардан купил. У нас в то время магазин работал здесь.
магазин был. А, здесь был. А сейчас просто магазин Джамиера, Мгм. медресе, который Да, был. да. Вот сейчас мы все забрали, там намаз yapıldı. Şimdi buna gördünüz, там реставрация. Мгм. Реставрация, Джамин реставрациясы. В общем, şimdi yok магазин, Но да? şimdi yok. Ну, от меня кетрелер, все. Даже несмотря на вот такие недостатки, все равно здесь прекрасна жизнь, да? Вот Даи? кызылчык, это вот садовый кызыл. 10 кустов я его тогда высадил. В Шевкетага с Холмовки у меня она, күйеуіміз Мгм. колеровал, вот он мне натурой. Вы их продаете же, да, Даи? Да, Собираете, да. сатыласыз? Мында вот Былтыр всем. саттым бая А, саттым. саттыңыз, да? Быйыл азя. Мгм. Су курды туды-сюды, Алашылдым. засуха. Ну, я его поливаю. Биберчик бір пача сачтым. Хияр мына. Тоже сатасыз? Или это Нет, все для вас? это все для себя. Для себя. Для себя. Ага. Помидор экстра сачтым, потому что помидор дегенщи кастанана, что-то вот их сачтым, ете, вот так вот. Да для и вот себя. тут у всех, все вот в основном, кто здесь живет, вот чем они занимаются? Вот у них тоже, да, вот хозяйство, вот так, Ну, помидоры. не все этим занимаются, не все сажают, не все думают, азырши бар, базардан алырым, Да, быши алырым. Но для себя надо всем сделать. Вот там клубничка чуть-чуть, ну, уход. Я сейчас что-то спустил. Это. Раньше у нас огород полный был. Чисто мое мнение, да, и что здесь вот хартлар, а вот яшлар, они оп, и уезжают сразу. На хадардесе мы даже менько, да, вот на углом. Баба, все-таки надо шер тараф. Шерчи не другой, я вообще шер в окраине где-то что-то приобрести, что-то. А там на хадардесе евленме керекті у нас Да, тоже. да. Вот я. Так, нужна Кішкене- невеста. Ищем невесту. Ага, и Так, кішкене- подождите, келин, какая келин вам нужна? Вот давайте найдем. Так, стройная. Жоқ, Умная. мне стройности керек мен. А, не надо. Неше, хозяйственная. Картларын хурмет япқан сойы. Опа, понял. Ең бірінші. Короче, ищем келин, даи. Чтобы была, да, трудолюбивая, короче, любила родителей. Самое главное, мужа своего. Если такая есть, звони по номеру +7 9 8 800 95 95. Будем ждать. Шака-шака. Шака-шака. Ну не, ну, Шака-шака, ешин шака-шака. шакасына бар. Правда, правда. Даи очень красивые. Да, это вот мясистые, сочные они, между прочим. Сочные. Вот Долма красный. потом делаете, да? Мына кырмызы соя, вот. Оно вот А, объемало. вот он кырмызы, Вот бах. он уже кырмызма обошла, да. Была ли здесь когда-то вот кипящая жизнь? Вот как Была. говорят же, до и вот после, вот как сейчас. Вот Как- что было, вот что вы помните? Ты имеешь в виду, я как приехал сюда? Да, вот. Вот как мы приехали, бала-чага oldu. Мында нахадар десең, чоклаштық. Сыз яптыныз вот эту активность, грубо говоря, да? Ну, Сыз вот в свое милетін. время мы и активные были, туды-сюды, бегали, ездили. Даиш как говорит о том, что когда он заехал сюда, здесь вот оставалась вот эта атмосфера, Атмосфера да? Вот этот еще дух, ну, Каплары, мандалары, Всё то же всё самое, почти да, было, были да? вот такие. Даи, вопрос. Хотели бы вот поменять, в принципе, вообще дом? Вот сделать, как сейчас модно, как красиво? Нет. Или оставили вот, а вот Нет, вам дают выбор? Вот в так таком или? фоне только косметику. Вот косметику сделать. Ну, и- я вот к тому, что атмосфера осталась бы та же, да? Не ну меняли всё, бы много. да, евроремонт, это не по мне, нет. Вот, Что да. для вас Родина, Даи? Вот находясь здесь, в этом месте. Ну что родина, вот меня там, да, Кигинде еще как бы запах вот это вот историческое что-то вот в доме. Хоть он свежий дом такой, 36 года, но там в нем еще вот, как будто вот татарлар током на Кочкенлер, вот такой обстановки было. Ну, старину я люблю. Вот именно историю люблю, я вообще в школе историю люблю. И даже кое-что доказывал учительнице. Парханство, вот это все. Ну, на поехали. В общем, Родина — это вот этот запах и атмосфера, Да, которая атмосфера. в этом... Мына, бах! Это природное, все природой сделано. Никто рукой не притрагивался. Вот, как курочка, вот лохмоногая, клювчик. Даи, покажите нам вот красивое место, что прям вау. Ну, пойдете, предлагаю вот зайти вот под этот шатер Ага. и посмотреть обзор. Вот так Всё. все горы на виду будут. Даи, ну давайте рассказывайте, где, здесь, какая гора. Ну, значит, Абу Тараф и Вильдин, Абу Тарафа. Бұл. Барсук Байер делали. Ага. Барсуков, охотники ходили в основном. Сейчас майка называют они ее. Этот, Кая Гулев, знаешь, что такое? Вот дикий пион. Ага. Дикий пион. Вот там бывает до 9 мая, вот от баллар чихала ранда собирают. Вот этот сандык кая. Абу, вот сандык кая. Вот Этот- Абуня были вот так, как трамплин, да? Вот а это? этот делает, вот это, вот. А, как бы. бо, Видишь, ага. как сандык как будто, вот сандык кая.
Anladım. Тас Хая, ну потому что лысая. Да. А это Трамплин. Бойка. Бойка, вот Эвельдин Бойка. Это охотники Бойка деятели. Постоянно живность там, она там пряталась, потому что труднодоступные места были там. Вот что бы вы хотели, чтобы здесь увидели ваши внуки? Ну, что бы я хотел? Помимо этих пейзажей. Вот. Ну, насчет пейзажей, природы, тишину, чтобы было. Мир был на этой земле, честно вам скажу. И дети что? Дети, чтобы привыкли, так сказать, к селу тоже привязанные были, не только в городе жить. Ну, немножко, да, приучались к жизни в селе. Вот жизнь в селе для вас какие вот люди, которые здесь живут, вот в селах, вот какие они для вас? И каким вы себя сам опишете? Ну, как вам сказать? Дружелюбные, мирные, чтобы конфликтов меньше было между соседями. Все. Айталарда, когда покупаешь дом, покупай соседа. Ну, чтобы сосед нормальный был. Вот так же мирным путем, чтобы в селе спокойствие, тишина была. Знаете, пока мы снимали, разговаривали и смеялись, я словила себя на мысли, что чувствую себя как дома. Настолько тепло и уютно, что еще чуть-чуть, и мы вот точно остались на вкусный ужин. Вот за что я люблю такие места. Здесь можно почувствовать ту самую искреннюю теплоту нашего народа. Как только заходишь во двор, тебе уже сразу предлагают кофе. Настоящий, ароматный, сваренный так, как умеют только здесь. И пока пьешь, обязательно начинается разговор про огород, про урожай, про детей, которые растут быстрее, чем успеваешь запоминать их имена. Очень вкусный кахаве был, а корова вообще, это прям впечатление. Я, наверное, Красивая месяц коровка. еще я буду Я вспоминать. специально подбирал тебе красивую, чтобы коровка была такая. Очень красиво, но главное, что не красивее меня, да? Знаете, Дуслар, вот уезжая с таких мест, всегда остается какой-то осадок. И вот в погоне за этим успешным успехом, в моем случае в декретной рутине, мы забываем о нашем прошлом. Но в таких местах ты вспоминаешь, заряжаешься и идешь дальше. Сагу нас даи за то, что вы нам это показали. А Что что, Сагу сан? нас- Приезжайте еще. Келень. Сагу нас. Такая атмосфера не создается специально. Она рождается из поколений традиций, из уважения, из доброты, которые здесь делятся легко, без пафоса, просто так. А впереди нас ждут еще истории, дороги и открытия, но это тепло я точно увезу с собой. Сейчас мы двигаемся в сторону живописного места, о котором я слышу постоянно, но ни разу там не был. И впервые в жизни попробую кое-что. Сейчас этому селу дали название «Счастливое». И это звучит как горькая ирония. Ведь всем известен факт, что это село было практически полностью сожжено немцами за связь местного населения с партизанами. Озенбашцы были вынуждены бежать из горевших домов. Вернулись они лишь в апреле 1944 года. Вновь начали строиться. Но через месяц вновь покинули свои дома, будучи, как все крымские татары, депортированы. Теперь, по иронии судьбы, по обвинению в связи с немцами. Так, мы приехали в уникальное место, и называется оно Озенбаш. И сейчас я буду пробовать впервые то, чего не делал ни разу в жизни. Мы будем взбираться в горы, но не пешком. Алимага, селям алейкум. Скажите вот Озенбаш двумя словами, что это такое? Озенбаш, мында чох источниклер бар, Мгм. речканы башы, унчун ады Озен, Ага. Озенбаш. Озенбаш. Озен'in başı olu. Озен'in Maşallah. Siz bize nereye alıp gideceksiniz? Халкетежимыз Малый каньон, Балабан источник бар. Мгм, мгм. Ну, бу ел ягмырлар аз ягды. Унчун анда суда аз текаранчык oldu. Анда ущелье бар. Мгм. То есть анда кірерік, бақарық, көрсетерік, endülbir bizim tarafımız bunda. Ай, машалла. Юрину söylesem бахаях. Достлар. Так, квадроциклы это пыльное мероприятие, а эту рубашку мне жалко, она для меня ценна. Поэтому переодеваемся на футболку.
Ну, хоть это не снимай. На тормоз нажали, зеленая кнопка. Ага. На педальку нажимайте, это вот переключать. Вот это, да? Да. Честно, думал, управлять квадроциклом намного легче. Его то и дело тянет в стороны, и учитывая, что у меня совсем нет опыта, остается только надежда, что я никуда не улечу. И вот почти с самого начала первая возможность улететь во враг. Тормоза спасли. Это опыт, двигаемся дальше. Наша цель доехать до Малого каньона. Говорят, там невероятно красиво. И вот второе испытание. Вижу, как собака хочет напасть на моего гида с Абликимом на борту. Решил атаковать первым и беру разгон, иду на таран. Вот так вот, Хараман, не успел ты. Помню, как в детстве поднимал ноги на своем велосипеде Украина, проезжая соседских собак. Вот любят они двухколесный транспорт, видимо, квадроциклы тоже. Дорога, конечно, живописная, но я не успеваю насладиться, потому что все еще думаю, как бы не улететь во враг. Фу, честно, каждый овраг, я думаю, я сейчас туда уеду. Еще эта овчарка напала. Просто... Но есть свой кайф в этом. Железных коней пришлось оставить. Сейчас продвигаемся к Малому каньону в Озенбаше. Будем смотреть, что это. Но, говорят, воды в этом году мало. Поэтому посмотрим. Невероятная тишина и спокойствие. Говорят, обычно здесь очень музыкально, потому что вода, падая каскадами, создает симфонию природы. Но, к сожалению, река пересохла, и приходится включать воображение и представлять, насколько тут прекрасно, когда в этой местности бушует вода. Пора возвращаться. Асие меня, наверное, заждалась. Нужно выдвигаться и рассказать ей все, что я видел. Думаю, что она уже полдня меня ждет. Что-то Асие опаздывает. Почему я всегда жду? Че, Хабиб без меня, честно, да? Да. Один капучино на кокосовом япшу. Фу, Ичмедом вообще Хабиб ичмедом. Сон. Подводим итоги. Идем? Столько всего было, Эскиндер, столько всего было. В общем, я доела корову, ты представляешь, сама первый раз доела корову. И у меня даже получилось. Там 5-6 вот таких бзык-бзык у меня получилось. А на где 3 молоко? финча. А где молоко? Подожди, это молоко. В общем, такой вкусный аромат. Слушай, от него вот прям хухуйся, даже прям вот такой Можешь запах. 5 секунд помолчать, пожалуйста? Ну я же тебе рассказываю. Ну да, я тоже расскажу. У меня тоже много всего было. Я еще у Даишки была. Я его знаешь, сколько Я на наметила. сырной ферме был. На меня овчарка напала, когда на этом ехал квадроцикле. Да ну, я отвечай. чуть во враг не провалился. А что, как это произошло? Ну вообще, в общем, я хочу сказать, что Бельбекская долина как будто бы не сильно примечательное место. Но меня удивило, что столько всего разнообразного здесь в одном месте. Можно увидеть и горы, и разных людей, ремесленников. Кто-то сыры варит, кто-то просто здесь живет и владеет историей. Что ты скажешь об этом? Кто-то коров дует вообще-то, Да на ты минуточку, что? дорогие друзья. Ничего тот факт, что я корова доила, нет, как бы. Да, Эскиндер, я полностью с тобой согласна. На самом деле, именно вот в этих местах живет история, как ты сказал. И именно находясь здесь, ты понимаешь, что ты дома. Вот так отдыхаешь здесь душой, знаешь, я так перезагрузилась, аж прям вот как будто как зарядка, знаешь, телефон подключилась, и аж прям... Согласен, Все, согласен. готова врываться. Ты готов врываться?
готов врываться, и всего лишь... По тебе не видно, что ты готов врываться. Вот по мне видно, что я готов врываться. Ну, ты понимаешь, сколько, где я был, что делал, сыры пробовал. Ой, понятно. И всё. всего час езды от Симферополя, ты представляешь? Ты Всего лишь. Если села в автомобиль. медленно ехать, Нет. с кайфом рассматривать. А если жик-пак-пуф, как я, то тогда за 20 минут Подожди, доедешь. самое главное. Мы снимаем дальше с тобой? А что, нет? Что ли? Тебе что, не зашел такой формат, что ли? Одиночка ходишь, тут волк. Пора бы разбавить эту одиноческую суету чем-то таким. Правильно? BMW, да. Да, BMW, пора прощаться с BMW. Эскидер, а почему ты уходишь от вопроса? Я же тебе сказала, надо BMW давать. Надо BMW сразу было мне давать. А ты что сделал? Ты взял и ушел.